Всем привет! Меня зовут Азиза. Мы сегодня готовим в зоне Samsung Bespoke. Я преподаватель по йоге, и сегодня я даю задание Артему, шеф-повару, приготовить блюдо веганское, овощное, и он тоже мне что-то приготовил. Артем, пожалуйста. Всем здравствуйте, меня зовут Артем, я шеф-повар, и сегодня я приготовил интересное блюдо для Азизы. Так как она занимается йогой, я подумал, будет интересно и так прикольно сделать ей не ППшное блюдо, и это будет мак-н-чиз. Мак-н-чиз, он жирный, сливочный, мучной, полная противоположность ПП. Так что, Азиза, сегодня вы против ПП будете. Да я обожаю, с удовольствием съем жирненько. А что для меня приготовили? Вижу овощи. Что мне делать нужно Да, будет? ты сегодня готовишь рататуй, овощное блюдо, которое мы будем запекать в духовке. В общем, все по ППшному, все по йоговскому. Принято. Сделаем тогда рататуй сегодня. Для начала я бы хотела попросить рецепт. Мне даже немного неловко просить рецепт мак-н-чиз, потому что я знаю, что это супер легкое блюдо, но в любом случае я его не готовила, я не знаю, в какой последовательности, что нужно делать. Вот, подскажи, пожалуйста. Смотрите, вам нужно будет для начала отварить макароны, аль денте отварить их, не до полной готовности, и потом вторым шагом сделать сырный соус. После этого мы немного запечем это в духовке с третьим сыром, получается. У вас здесь моцарелла, сливочный сыр и творожный сыр. Вы сейчас делаете соус на основе сливок, моцареллы и творожного сыра, а сверху мы положим сливочный сыр и запечем с ним. В принципе, для начала вам нужно отварить макароны. Хорошо, поняла. Так, пока Азиза там набирает воду для макарон и так далее, я начну, наверное, с зачистки овощей. Нам надо подготовить помидоры, лук, кабачки, баклажаны. Все это зачистим, сейчас подготовим и будем дальше собирать наш рататуй. Я беру соль, я так поняла, это гималайская соль у нас, не халям-балям. Солю воду. И жду, пока вскипит вода, чтобы закидывать макарошки. Я, кстати, макароны, мак-н-чиз ела, когда была по Work and Travel в Америке. И мне было вот непонятно, как они едят это без мяса, без овощей. А потом попробовала, это так вкусно. И они детей любят этим кормить, кстати. Дети там обожают прям мак-н-чиз, все любят мак-н-чиз. А кем вы там работали? Я официантом работала. О, классно. Артем, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, чтобы стать поваром? Что ты любишь готовить? Так скажем, у меня вся семья завязана с готовкой, с едой и так далее. И как-то по наследству передалось, так скажем, этим заниматься. Честно говоря, хотел другим заниматься. Как-то не лежало сначала готовки, а потом вот тоже, как вы говорили про Америку, оказался в Америке, учился там 2 года. И нужна была подработка, и каким-то образом забрел на кухню. И с тех пор я на постоянке уже работаю на кухне. Мне нравится готовить, люблю готовить. Что любишь готовить? Какие блюда фирменные? Больше всего люблю работать по мясу. Это стейки, всякую вырезку готовить. Да, мужское такое. Люблю бургеры, люблю джанк-фуд. Джанк-фуд это те же самые, там, хот-доги мощные, буррито, всякое такое мощное, жирное, вкусное. Вот это мое самое любимое. Ну, я, кстати, тоже все такое очень люблю. Все думают, что все, если я йога-тичер, я только ПП. Нет, я обожаю тоже. Все подряд, да, тоже все равно? Да, все, что вкусное, я все люблю. Ну, потом на тренировках зато приходится отдуваться, да? Люблю, да. В общем, я всеядная. Ну, классно. А какую кухню любишь готовить больше? Последнее время взял упор на мексиканскую. Вот сейчас изучаю, делаю всякое буррито, тако, чимичури и так далее. Вот это вот все учусь, обучаюсь. Интересно познавать эту культуру. В принципе, не такая сложная кухня, но сделать ее вкусно и современно, тоже есть свои трудности. Кстати, я ужасная хозяйка. Я ужасная хозяйка. Ну что, сейчас научитесь, дома будете мак-н-чиз еще готовить? Я один раз готовила творожную запеканку. Очень хотела прям запеканку. Еще подруге написала, говорю, приходи, мы сейчас попьем чай с запеканкой.
И через час я вытаскиваю эту запеканку, она ужасная, страшная, несъедобная. Я говорю, пожалуйста, не приходи, мне стыдно, ты не должна. Ну что, это все с практикой приходит. Поверьте, и у меня, и у всех поваров бывает такое, то, что неудачи случаются. Это все-таки надо забыть про это, учесть ошибки свои и в следующий раз делать вкусно и хорошо. Не то, чтобы я совсем не готовлю. Мое фирменное блюдо, это, наверное, борщ и паста Альфредо. Ну, пасты вообще легко готовятся. А ты дома готовишь или... Нет, дома вообще не хочется, готовлю. да? Я, честно, дома даже сейчас в последнее время не питаюсь, потому что очень много работы. С утра проснулся на работу, ночью пришел, просто спать лег и все. Дома чисто остаюсь спать из-за количества работы всей. Физически не успеваю, и так весь день готовишь, и уже желания дома нету готовить. Изредка готовлю для себя, но это уже либо на работе, либо на природе, когда выезжаем. Как раз вот те же самые стейки приготовить, мясо, шашлык, вот такое вот я люблю для себя сделать. Ой, Для на друзей, для природе компании вкусно. своей. Это отлично. Вообще меня готовить папа учил. Он еще всегда делал тоже как в кулинарных шоу. То есть если мама она такая нарезала лук, закинула, пока он жарится, она там нарезала морковку, закинула. То есть у нее вот так вот все. А папа основательно заранее почистит, все порежет, приготовит, все специи выложит. И только уже после этого он начинал готовить. И для него это прям целая, мне кажется, медитация, что ли, своего рода. Вот. Я все-таки больше как мама, так нарезал, закинул, быстро-быстро. Вот. Все-таки у мужчин какой-то другой подход к готовке еды, что ли. Неудачный опыт, он каждый день происходит. Бывает, что-то забыл на кухне, что-то это, большие объемы. Вот говорите, как в духовке у вас крылышки сгорели. Это очень, очень часто происходит на кухне. То, что очень много заказов, ты отвлекаешься на одно, на второе, на третье, передержал 2 минутки в духовке, уже блюдо нельзя отдавать. Заново его, так скажем, поджигаешь, заново его делаешь, и время идет, и вот нельзя ошибаться. Постоянно надо быть внимательным, ставить везде таймеры, чтобы все пищало, все под контролем было, тогда все будет отлично. Ну вообще, вот я помню, когда я еще официантом в Америке работала, подрабатывала, и тогда я помню, что вот на кухне самая накаленная обстановка, прям такая стрессовая, нужно так шок-шок, все быстро успеть отдать, а пока горячее клиенту, если там гамбургер остыл, 2 минуты, его не успели вынести, все, он идет Все, в его мусорку. заново надо И делать. я такая смотрю на этот гамбургер, и такая, он же ни в чем не виноват. Я пока тут делаю соус как раз для рататуя. По рецепту, по классическому, мне на оливковом масле надо обжарить репчатый лук, очищенные от кожуры помидоры, добавить туда специи, это розмарин, тимьян и чеснок. Ну, немножко добавим, наверное, перца чили для пикантности, соль, перец, немножко паприки. Обжарим это все, и потом я перейду к заготовке овощей на саму вот эту вот нарезку рататуя. Пока готовим соус. Я такая голодная, мне прям вот все, вот мне уже лук пожарит, мне уже вкусно пахнет. Соус у нас готов. Теперь я буду приступать к кабачкам, помидорам, баклажанам. А как вы пришли к йоге? Почему именно йога? Почему ей занимаетесь? Почему не другой какой-нибудь, может быть, спорт, легкая атлетика и так далее? Говорят, не ты приходишь к йоге, йога приходит к тебе. Вау. Наверное, йогу от любого другого спорта, даже от той же там растяжки, не знаю, с чем ее часто еще путают, отличает аспект какой-то духовности. То есть это в том числе какая-то духовная практика, которая тебя прокачивает, вот, ведет в какую-то трансформацию. То есть ты действительно меняешься как человек, меняешься характером, учишься быть более дисциплинированным, учишься не сдаваться, если что-то не получается с первого раза, учишься принимать падения, ошибки. Вот, интересно. Да, вот за это я ее очень люблю. Мне, честно говоря, я пробовал заниматься однажды. Мне не хватает терпения, не хватает растяжки, вот этого всего. Ну, на самом деле, там не только растяжка, видов йоги очень много. Есть прям такая, знаете, жесткая силовая йога. Там и мужчины прям пыхтят вовсю.
Так, я приступаю к готовке соуса. Да, можно его тоже в сотейнике сделать на самом деле. Я начну выкладывать наш рататуй. Так, ну я буду приступать к оформлению, подаче. Да, я не буду приступать к оформлению подачи, потому что можно прям вот налетать с ложкой и кушать прямо отсюда, как американские дети. Сначала я чуть-чуть только посыплю перчиком, и можно налетать. Ну, в принципе, вот, рататуй готов. Мак-н-чиз тоже можем пробовать. Вот домашняя такая подача у нас получилась по-домашнему. Красота. Так как блюдо тоже более домашнее такое. Как все Очень знаем с вкусно мультика, когда подавали его, это было любимое блюдо дегустатора, именно приготовленное его бабушкой. Где-то в деревне, так что это более такой деревенский рецепт. Тоже по-деревенски подали. Очень вкусно. Очень вкусно. Получилось как Вау. надо. Прям как во французской деревне. Ну, получилось вкусно. Честно говоря, первый раз готовил рататуй. Для меня новшество. Ну, довольно-таки простое, интересное блюдо. Всем спасибо, друзья. На этом мы сегодня закончили. Мы сегодня готовили рататуй и мак-н-чиз. Рецепты будут где-то в видео. Слева, справа, снизу, сверху, может, в описании. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. Спасибо большое, Азиза. Спасибо Спасибо, большое, Артём. что пригласили. Будем вас ждать. Приходите. Всем пока!